Насколько вот вкусный обед вдохновляет вообще вот в работе вашей? Откуда вообще берете вдохновение? Ведь написать статью тоже нужно вот. Ой, как нужно. Очень нужен настрой, нужно все, но отовсюду, ну, конечно, вкусная и здоровая пища, и то, как она сервирована, то, как она подана, то, какими, значит, она ингредиентами снабжена, какими специями. От этого очень много зависит, конечно. Не случайно национальная кухня – это один из самых таких брендов любого народа. Исян Мессермет Эдуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит театральный критик, заведующий литературной частью театра имени Камала Игламов Нияз. Исян Мессерс Нияз. Добро пожаловать на нашу кухню. Я пришел не с пустыми руками, принес пригласительный на один из лучших наших спектаклей с Псиясом и Семисом. Кстати, на котором я еще не был. Да, там играют звезды нашей сцены: Равиль Шарафиев, Данияр Нуруллина, ну и молодые актеры. Вот, Рахим Итагас. Спасибо. Нияз Игламов, театральный критик. Родился 14 апреля 1977 года в Казани в семье известного театрального критика Рауфа Игламова. Окончил театральный факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Заведует литературной частью Татарского государственного академического театра имени Камала. Преподает в Казанском государственном университете культуры и искусств. Член жюри национальной премии фестиваля «Золотая маска». Член коллегии критиков международных и всероссийских театральных фестивалей. Идейный вдохновитель, автор и координатор многих театральных проектов в Казани. За пригласительный, конечно, спасибо. Но ваша задача сегодня вкусно накормить ведущего этой программы, то есть меня. Справимся? Легко. Какой рецепт? Рассказывайте. Значит, мы будем готовить азу по-татарски, так как я себе это представляю. Я сторонник двух подходов в приготовлении блюд. Первый – это минимум ингредиентов, максимум специй. И второй – я все-таки сторонник аутентичной кухни. Если мы говорим о татарской кухне, то понимаем, ну, сейчас уже вошедший в традицию рецепт азу предполагает внесение томатной пасты, соленых огурцов. Ну, какие могли быть у татар? Соленые огурцы, да? Даже не в то время. Я думаю, что еще в начале 20-е годы 20 века этого еще не было. И томатной пасты уж тем более. Поэтому я готовлю из того, что, например, в 18 веке могло быть у татар. Это ну, исключая специи. Беренге, мясо. ит, Да. сырыта. Итак, начинаем, берем мясо. Говядина. Говядина, прекрасная говядина. И давай я, Руслан, дам тебе половинку, потому что мяса довольно много. Вообще нет, скажите, пожалуйста, вот вы часто бываете на кухне? А если бываете, кроме азу, что еще готовите? Я, в принципе, когда бываю дома, практически с кухни не ухожу. То есть вы не доверяете супруге, наоборот, то есть даете ей отдохнуть и берете все в свои руки? Я даю отдохнуть себе, потому что, прежде всего, понимаете, моя работа связана с чтением и писаниной. И то, и другое происходит у экрана компьютера. Естественно, я не могу, ну, то есть я устаю просто от этого. И даже читать дома мне уже не хочется. Я в последнее время очень мало читать стал, к сожалению. А вот приготовить что-то вполне. Насколько вот вкусный обед вдохновляет вообще вот в работе вашей? Откуда вообще берете вдохновение? Ведь написать статью тоже нужно вот. Ой, как нужно. Очень нужен настрой, нужно все, но отовсюду, ну, конечно, вкусная и здоровая пища, и то, как она сервирована, то, как она подана, то, какими, значит, она ингредиентами снабжена, какими специями. От этого очень много зависит, конечно. Не случайно национальная кухня – это один из самых таких брендов любого народа. Я довольно давно, наверное, лет с 18, очень люблю готовить сам. И действительно, это можно назвать единственным моим хобби. Это единственное, на что мне хватает времени. Если бы не тема театра Камала и других театров, да, я вообще разговаривал вам с вами только о еде. В принципе, да. В принципе, Так, что мы делаем, кстати, с мясом? Готово? Мясо готово. Теперь, что мы делаем с казаном? Насколько у нас нагрет казан сейчас? Ну вот сейчас вот нагревается практически. Добавляем маслица или как? Обязательно. Пусть оно немножечко начнет пузыриться, шкварчать, и мы туда закидаем наше мясо, сначала пойдет. Вот. Я буду заниматься помешиванием, а вы тогда мне подготовьте следующую порцию ингредиентов. Например, начните с моркови. Значит, я прошу вас порезать кольцами, но как можно тоньше.
Нет, вы сказали, что с 18 лет вы уже начали готовить. приблизительно. Да, Гораздо приблизительно. раньше, на самом деле. Бутерброды начал готовить лет с 7. Из того, что есть, потому что эпоха тотального дефицита, середина 80-х. Вот, ну вот, да. С 18 уже как бы более-менее осознанно. После школы выбор будущей профессии был связан с работой вашего отца или нет? Нет, я сначала поступил в ветеринарный институт, его благополучно закончил, много лет работал значит, по первой специальности, работал в частных клиниках, преподавал в ветеринарной академии, так что потом уже постепенно, когда вот с отцом моим случилось несчастье, когда он получил инсульт и не смог как бы дальше продолжить свою работу, я уже работая над его книгой, над сборником его статей, я, значит, как-то увлекся, и вот само собой все пришло. Пришел я в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. И там, значит, уже получил образование театроведа. Нам нужно прервать нашу беседу и закинуть мясо. Бисмилляйтеп. Бисмилляйтеп, так, прошу. Итак, Там все должно журчать, скворчать, вот. Пока мы не солим, не перчим. Так прихватить. Нет, ни в коем случае. Вообще солить и перчить и класть основную часть специй нужно за 15 минут до конца готовки, а солить вообще в самом конце. Нет, вы представляете один из наших любимых театров Грясла Камала. Вот с вашей точки зрения, чем живет сейчас театр? Насколько вот вам по душе, как критику, репертуар этого сезона? Ну, смотрите, на самом деле, само собой разумеется, раз я работаю в театре, значит, конечно, мне нравится в целом то, что в нем происходит. И, конечно, я пришел туда, потому что меня пригласил главный режиссер Фарид Бекчентаев. Я очень любил его спектакли еще до того, как он стал главным режиссером. Это было какое-то новое слово тогда в татарском театральном искусстве. Во всяком случае, мне это казалось так, и сейчас кажется так. А что касается сезона, ну и вообще то, что это моя фраза, я как бы горд, что я ввел ее, впустил ее в оборот, теперь это стало крылатой фразой. Татарский театр, ну театр Камала, это ледокол татарской культуры. Вот это сильная фраза ведь. Потому что, смотрите, театральный язык театрального искусства, он самый демократичный, самый понятный. Для того, чтобы понять театральное зрелище, даже не обязательно владеть грамотой. То есть ты, не зная языка и даже не зная татарского языка, ты понимаешь, ты по интонации, по мизансценам, по действию, по игре актеров, ты можешь понять, в принципе, общую канву сюжетную, что происходит в данный конкретный отрезок сценического времени. Поэтому искусство театра, оно вечно. И хотя Ленин говорил, важнейшим из искусств для нас является кино, но на самом деле важнейшим искусством является театр, потому что он работает впрямую со зрителем. Вот как зрителя вас прошу, любимые есть у вас спектакли? Не как критика, а как зритель, который вы смотрите уже несколько раз с удовольствием? Во-первых, всегда для меня, конечно, поскольку и отец мой великий театральный деятель, я это говорю абсолютно без всякого стеснения, защищал диссертацию, вел в советский тогда научный оборот имя Карима Тинчурина первым. И одна из глав его диссертации была посвящена «Голубой шали». Ее загадке, ее той манкости, ее тому воздействию на зрителя до сих пор. Почему таким успехом она пользуется? Ведь посмотрите, она с 26-го года идет в репертуаре. Ежегодно. Мало того, каждый новый сезон открывается и закрывается «Голубой шалью». Если мы едем на какие-то гастроли важные, большие, мы обязательно начинаем, открываем наши гастроли, либо открываем, либо закрываем «Голубой шалью». То есть это символическая вещь. На такой уровень, как с «Голубой шалью», ни один спектакль татарский, ни одну пьесу поставить нельзя. Хотим мы этого, не хотим. Ну что, уже настала пора закладывать наши овощи. Так, лучок. Прошу. Да, спасибо. Вы знаете, вообще, когда готовишь на чужой кухне, не на своей кухне всегда, хотя готовишь из тех же продуктов, и продукты здесь не очень сильно влияют, но вот посуда, у каждой печки есть своя... Температурный режим. Температурный режим, я имею в виду, свой характер, даже есть свои каверзы, поэтому никогда не знаешь наперед, как все получится. Я планировал изначально зажарить мясо, но его оказалось чуть больше, и оно остудило немножко казан, поэтому оно сразу перешло в стадию тушения. Ну, и мы не будем долго ждать, положим сюда овощи и будем мешать, размешаем все. Нет, а вот тяжело ли, будучи сотрудником театра Камала, да, и критиковать пьесы, где участвуют в том числе ваши друзья? Ну, во-первых, смотрите, есть этические моменты. Я вообще стараюсь не выступать
Например, на казанской площадке как критик. Слава богу, я достаточно известен, и я в основном пишу как бы в российские издания и о спектаклях других регионов. Я много пишу о театрах республики, о них мало кто пишет. Я, на самом деле, очень люблю наши театры республиканские. Многие из них, мне кажется, гораздо, я это готов сказать на камеру, сильнее иных казанских театров. Просто это могу сказать. Особенно Альметьевский театр, который просто, number two в татарском искусстве театральном сегодня на российской карте, потому что он и номинант «Золотой маски», и он неоднократный участник множества фестивалей. То есть, действительно, Альметьевский театр – это как бы очень сильный коллектив. Но и другие коллективы, и Челны, и Нижнекамск, и Мензелинск, очень старейший театр республики, да. Мне кажется, и Русский театр в Бугульме, и Буинский театр, который сегодня переживает просто подъем. Театр в Атне, который открылся на месте, значит, Народного театра, а сейчас это профессиональный театральный коллектив. То есть это все, я их очень всех люблю, уважаю. Русский театр мастеровые, Набережно-Челнинский театр кукол. У нас очень сильно в театральном плане республика. К сожалению, не все коллективы Казани дотягивают до общереспубликанского уровня. Я ждал ложку дегтя от критика. Ложку дегтя, без нее никуда. А куда деваться, если это так? А мы продолжаем готовить, нам тоже некуда деваться. Так, сейчас нам нужно часть специй положить. Итак, Что мне именно? понадобится У вас тут очень тимьян много. веточками Так, тимьянчик. и лавровый лист прямо там же. Заметим, что тоже раньше тимьян не было, это лично уже... Но на самом и барбарис, да, вот там самый крайний стоит. Дело в том, что что брать за историю там татарского народа? Например, до падения Казанского ханства, когда огромные торговые пути проходили через территорию Казанского ханства, могло быть все что угодно. Все, что специи, это был один из самых дорогих и самых важных ходовых товаров того времени, да? Самые разные специи. Мускус, имбирь. Все это могло быть. А вот потом, когда уже связи сократились и уже централизованно пошло, уже через не сухопутным путем, а больше морские пути стали развиваться, вот тогда, да, тогда, конечно, ситуация поменялась. И перец тоже черным здесь кладем. И тут у нас еще мята. Да, это, конечно, мята. Мяту мы целиком кладем. Мята – это очень важный ингредиент, потому что, по крайней мере, то, как готовил мой дедушка, он очень часто использовал в качестве специи такмашта, да, вот в традиционной лапше куриной, да, в супы, во вторые блюда. Он использовал сушеную мяту, растертую. И это для меня это до сих пор одна из самых таких, как ни странно, татарских приправ. Вот, теперь нам нужно убавить здесь огонь, чтобы мы на медленном тушении томили мясо. Пятерочка, хорошо. И накрыть крышкой. Накрыть крышкой казан. Сколько минут должно потомиться? По-разному. Я обычно пробую, потому что, опять-таки, не могу вам сказать. Вот на своей кухне, если бы вы приехали с съемочной бригадой, я бы вам сказал, вот столько-столько, точно. Здесь нужно до максимальной мягкости, до того, чтобы мясо стало таким, таяло во рту, да. И очень скоро мы сюда положим нашу картошку. И чернослив. И чернослив, да, и чернослив. Ну а прямо сейчас у нас реклама на канале ТНВ, после которой мы продолжим готовить наши вкусные блюда. Хорошо. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня азу по-татарски по особому рецепту театрального критика Нияза Игламова. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что пригласили. Очень ароматно получается у нас блюдо. Вот откройте, пожалуйста, еще раз крышечку. Да, вот, да, она горячая. И вот он. Аромат тех специй, которые мы уже добавили. Там говядина, морковка, лучок. А добавили мы барбарис, мяту и тимьян. Да, и сейчас добавим еще кое-что. И сейчас добавим еще кое-что. Во-первых, Главный мы добавим... ингредиент татар – картошка. Да, без картошки что за жизнь? Так, сюда давайте поставим. Ну, я бы хотел вновь продолжить тему театра Камала. Правильно, я бы хотел. Сезон 2017-2018 года. Очень, Какие спектакли еще можете отметить? очень богат на премьеры и на такие очень полюбившиеся зрителю, уже можно об этом говорить, премьеры. Это, во-первых, конечно же, «Миркай и Сылу», наша классика, «Нахай Санбет» в постановке молодого режиссера Ильгиза Зайниева. Это «Атеш Менген Читенге» по прозе Аяза Гилязовой, тоже наш классик. Уже 12 февраля мы
Вот провели, отметили, значит, был юбилейный вечер его памяти посвященный, потому что действительно для нас очень мощная фигура татарской культуры, и вот сейчас приходит истинное понимание масштабов этой личности. Вот. Кроме этого, значит, из премьер сезона обязательно пришли Климышак. Это первая премьера сезона, я немножечко даже забыл о ней. В октябре ее Фарид Бекчентаев выпустил по пьесе молодого драматурга Сымбель Гафаровой. И вот совсем недавно состоялась премьера комедии «Вызывали» Киляева по пьесе Зульфата Хакима. Это произведение уже шло на наших подмостках в 90-е годы, а сейчас вот такое возобновление. Ремейк. Ну, нет, это не ремейк, там просто практически полностью вспоминался актерский состав, но Рамиль Тухватуллин по-прежнему в главной роли, Ильтузар Махмадгалиев. Вот два из прежнего состава, остальные все поменялись. А сейчас мы кладем кориандр, Да, вот кинзу расскажите про специи. и орегано. Итальянская прекрасная приправа, и немножко там базилик был, вот, и его. Мне кажется, особое место на вашей кухне дома занимает специи. Не просто особое место, а более того, Главное. если у меня какие-то в экзотические места какие-то друзья, знакомые едут, я им заказываю соусы и специи местные. Так, а теперь у нас зира. Зира и мясо — это просто как инь и янь. Созданы друг для друга. Да, как Лейля и Маджнун. Это просто... Вот. Анис. Ну, редко кто... Но я люблю его пряный аромат. И вот тут была какая-то еще специя здесь у вас на кухне для мяса. Положим ее для пущего удовольствия. Так. И последнее, что мы кладем пока из специй. Сладкий перец. Это не сладкий перец, это сушеный помидор. А внизу там сладкий перец, действительно, и острый. Посмотрим. Как вы относитесь к острой пище? Я Ну, лично... учитывая, что вы положили все. Я острую пищу очень-очень-очень сильно люблю. Так, немножечко надо нам еще добавить кипятка. Причем я настаиваю. Ни в коем случае нельзя лить холодную воду в готовящееся блюдо, кипящее. Азу по-татарски. Говядину нарезали на средние кусочки и обжарили в разогретом казане на растительном масле. Морковь нарезали тонкими кружочками, лук полукольцами и добавили к мясу. В казан положили часть специй, тимьян, лавровый лист и барбарис, накрыли крышкой и тушили несколько минут. Далее в казан положили целые картофелины, чернослив, приправили солью и остатками специй, залили небольшим количеством кипятка и томили до готовности. Сейчас мы оставляем азу томиться Да. и готовиться. Да, все. И в это время сделаем салат под названием... У него нет названия. Это салат, основа его свекла вареная. В него добавляется чернослив, грецкий орех и чеснок обязательно. Заправляется он сметаной, я настаиваю. Не майонезом. Ни в коем случае никакой не майонез. Вот. И добавить можно туда остатки наших специй. Мы начинаем готовить салат. Распределяем по традиции обязанности. Я могу порезать чернослив. Хорошо, отлично. И я потру свеклу. Так, терочка, тарелочка. Да. Нет, еще один вопрос у меня есть. В репертуаре театра очень много спектаклей. Все они популярны, все они успешные, да? Многие уже, как вы сказали, несколько десятков лет подряд идут на сцене. Кто выбирает, кто принимает окончательное решение поставить тот или иной спектакль в репертуар? Вы знаете, искусство театра, оно так все-таки коллективное. Конечно, ответственность на репертуаре, на формирование лица театра и его художественной модели лежит на художественном руководителе, на главном режиссере. В данное время вот на Фариде Рафкатовиче Бекчентаеве. Но, разумеется, он, естественно, советуется, во-первых, с постановочной группой, с режиссерами очередными, которые у нас работают, Ильгиз Зайниев или Айдар Заббаров, а до этого Лилия Ахметова, что они хотят поставить, насколько. Потом, естественно, происходят консультации с... у нас это не отдел продаж называется, но, тем не менее, вот... с, например, замдиректором по зрителю Ранисом Сахибуллиным, с директором Эльфиром Якуповым, потому что нужно понимать, для того, чтобы максимально твои спектакли посещались, а при этом мы же не хотим играть только легковесные там комедии или водевили, а хотим браться за серьезный материал. Для того, чтобы это все посещалось, максимально посещалось зрителям, нужно, конечно, это все сочетать, дозировать. Нельзя 5 трагедий в год поставить, потому что это зрителя оттолкнет. В то же время, если ты ставить будешь одни лишь комедии, уйдет просвещенный зритель, уйдет зритель интеллигентный. То есть здесь очень масса нюансов, которые только с опытом приходят. Слава богу, последние 50, наверное, лет наш театр возглавляли два человека, которые имеют
прямо с детства непосредственно отношение к театру. И с молоком матери это не метафора, а действительно. И Марсель Хакимович Салимжанов, он родился в семье актеров Хакима Салимжанова и Галии Нигматуллиной. И Фарид Бекчентаев точно так же в семье Рафката Бекчентаева и Наили Гараевой. И поэтому у этих людей еще дополнительное какое-то отношение к формированию репертуара, личное. Так, вот у нас чесночок. То есть добавляем сейчас чеснок, И молотый грецкий орех, орех. сметаночку. Сейчас я буду добавлять на вас специи. Только И, наверное, соль нужно. Конечно. Я где-то читал, что... Соль – это белая смерть? Неправда. Что недостаток соли гораздо вреднее для организма, чем его избыток. Так, давайте я все-таки возьму на себя это. Поэтому, ну, я сыплю на глаз, с тем учетом, что не все в студии моих вкусовых предпочтений. Поэтому давайте я так аккуратненько, умеренно посыплю. Но, в принципе, вот это блюдо можно готовить с разными орехами. Можно с грецкими, можно с фундуком, можно готовить с кедровыми орешками. Так, какие Вот. специи мы добавим? Вот, скорее всего, мы добавим отсюда орегано, кориандр и чуть-чуть тимьяна. Остается все тщательно перемешать и накрывать на стол. Будем пробовать и салат, и азу. Свекольный салат. Свеклу натерли на крупной терке, чернослив нарезали соломкой. Грецкие орехи и чеснок мелко порубили. Все ингредиенты соединили в глубокой посуде, полили сметаной, приправили солью, специями и хорошенько перемешали. Дорогие наши телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте, готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. И, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Приятного аппетита, хочется сказать. Рахим Тагис, да? Добро пожаловать, приятного аппетита. Ну, вот у нас даже такой с бульончиком получилось, да? С бульончиком. Я спешу вас огорчить, но вы тоже обязаны попробовать то, что приготовили. Вы знаете, вот этот каскад специй, который вы добавили, вроде бы обычное татарское азу, придал этому блюду, я не знаю, мишленовский вкус и вид. Очень вкусно, друзья. Вот бульончик решает. Бульончик решает все. Ну и мой любимый, и ваш любимый свекольный салат мы тоже попробуем. Мы его в виде пирамидочки сегодня подаем. Приятного аппетита. Спасибо. И вам. Ну, здесь классика. Быстро, вкусно и И недорого. полезно. И полезно. Блюда получились, во-первых, посмотрите, визуально очень красивыми. Ну и, конечно же, самое главное, очень вкусными. Бигзур Ахмед. На этом наша кулинарная театральная постановка завершена. Завершена на Триумфально. на мажорной ноте, конечно же. Все было очень вкусно, еще раз подчеркну. Поэтому спасибо. Я как кулинарный критик ставлю вам сегодня твердую пятерку. По Спасибо. пятибалльной системе. Спасибо, спасибо. Любите вкусные блюда. Еда – это жизнь, а театр лучше жизни. Ходите на спектакли, интересуйтесь театром. Ведь И театр, как и вкусная кухня, продлевает жизнь. да. Давайте жить долго и кушать самые вкусные блюда. До новых встреч, дорогие друзья. Это была программа «Секретной татарской кухни». Еще раз большое спасибо, Нияз. Бигзур Ахмед. Удачи вам. Друзья.